Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 23 августа. Это у нас будет среда. Мы с вами посмотрим события дня для каждого знака зодиака. Начиная с Овнов до Рыбок, будет по 6 знаков в 2 видео. Это первая часть. Овны. Внизу под видео есть тайм-коды. Можете сразу перекручивать на свой знак. Овны. 23 августа, среда, события дня. Сразу же замочек выпадает. Может открыться какая-то тайна. Надежда, подсвечник. На что-то надеяться будете. Домик. Домик показывает события в доме. Книга. Посещение госучреждения. Казенный дом. Приглашение. Так, здесь змея. Еще есть общение с человеком, у которого длинный злой язык. Умеет язвить. Может быть, это кто-то в казенном доме. Вертикали нет. Значит, смотрите, у вас получается 6 событий. Первое, может открыться тайна. Второе, надежда на что-то. Еще вот смотрите, нашла чемодан. Временная разлука, расставание с кем-то. События в доме, посещение госучреждения. Кстати, это может быть с чемоданом, например, аэропорт, ЖД вокзал. Тоже может быть. Приглашение. Вот вас куда-то приглашают, вы едете с чемоданом, да, через ЖД вокзал или там автовокзал. И змея, общение со змеей. То есть с кем-то, кто умеет ужалить, укусить, задеть. Поэтому вот будьте готовы. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Смотрим Тельцы. (23 августа). События дня для Тельцов. Какие будут события в среду? Покажите мне. Сейчас посмотрим, что-то перекручивались. Общение с друзьями будет. Может быть, какое-то такое, знаете, сумбурное. Ну вот видите, тут смотрите, и встреча с друзьями, встреча какая-то рабочая, деловая. То есть просто очень активный день. Поэтому карты так и скакали. Дом нельзя. Застолье тоже, вот видите, выпало. Расходы. Мешок с деньгами. Конфликт. Причем острый, сильный. Подкову нельзя. И пустые разговоры, болтовня на застолье. Возможно, пустые разговоры перерастут в конфликт. Да, два разных мнения, будете ругаться, выяснять, кто прав, кто нет. Интимная связь, кровать.
И здесь нет. Значит, смотрите, получается в этот день интимная связь, общение с друзьями, деловая встреча, застолье, пустые разговоры, конфликт и что-то, какое-то событие, связанное с финансами. Это могут быть как расходы, например, траты, покупки, так и доходы тоже могут быть, да, когда деньги к нам приходят. Но в большей степени чаще проигрывается как расходы, мешок. Так что вот такая информация для вас, тельцы. Ну, в принципе, если вы часто смотрите, вы могли уже заметить, как у вас проигрывается по-своему как-то событие. Можете без моих подсказок уже знать, что и как будет. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Смотрим близнецы. «23 августа. События дня для близнецов. Покажите мне». Прибыль у вас будет в среду. Финансовое поступление, еще можно сказать. Доход. Встреча деловая. Вот опять же, да, то есть какая-то деловая рабочая встреча, может быть, принесет вам прибыль. Якорь. Якорь – это остановка где-то надолго. Как минимум на несколько часов. Возможно, дома. Да, то есть уже выпадает во второй половине дня. Так, проверяем, что у нас еще здесь. Застолье по вертикали нашла. Значит, смотрите, 4 события в среду. Прибыль, деловая встреча, застолье и по якорю. Да, то есть, ну, якорь, видите, показывает, что тут никакие события не происходят. То есть вы где-то бросили якорь и ничего не происходит. Очень такое спокойное, да, то есть спокойная вторая половина дня. Может быть, это, кстати, якорь будет на застолье. Вы проведете много времени, может быть и так. Якорь – это еще иногда событие, которое показывает, что вы что-то можете закончить, поставить точку, например, на какой-то встрече, да, важной, деловой. Ну, сделать что-то важное, заключить какую-то сделку, допустим, или там договориться уже, поставить там последнюю подпись. Это тоже вот по якорю идет. Так что вот такой день. У вас все события выпали хорошие. Ну, якорь только такой он. Нейтральный, не хороший, не плохой. В некоторых ситуациях хороший, в некоторых не очень. Сложно предсказать, как он себя поведет. Смотрим дальше. Раки. «23 августа. Раки. События дня. Среда. Гости. Чашка чая. Книгу нельзя. Ключик. Тут смотрите, тут два варианта. Ключ, либо машина. Ну, я ключ увидела, оставляю ключик. Ключ – это открытые двери возможности, а машина – это дорога. Если первая машина бросилась в глаза, скорее всего, она проиграется. Нерешенный вопрос может быть.
Хорошие новости. Шарики. Дерево нельзя. Солнышко, радость. Сразу после шариков хорошее настроение. Тоже, смотрите, два варианта. Корона – это общение с каким-то влиятельным человеком, либо цветочек, исполнение желания. Тоже важно, что вы первым увидели, когда я взяла карту. Я увидела корону. Если вы увидели цветок, тогда исполнится желание. Прибыль. А, нет, прибыль нельзя, тут карта зафиксирована. Ну, здесь нет. Значит, смотрим. Получается, гости, хорошие новости. Все в ваших руках. Для вас будут открыты какие-то двери. Общение с влиятельным человеком. Хорошее настроение. И единственный, да, вот минус у вас, это какой-то один вопрос может быть не решен. Ножницы, видите, не совпали. Поэтому не в этот день, да, то есть не в среду. Тут даже, видимо, как-то вот, может быть, конечно, благодаря ключу можно будет эту ситуацию исправить. Вот опять же, если вам захочется все-таки этот вопрос решить, то ключ может подсказывать, что все в ваших руках. То есть нужно ждать не от кого-то помощи или там не, скажем так, включать других людей, да, в эту ситуацию, а самостоятельно ее решить. Поэтому здесь такая может быть подсказка для вас. А лучше, конечно, подождать, да, то есть этот вопрос сам решится. Иногда нужно просто подождать. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Смотрим. Львы, 23 августа. События дня. Якорь у вас сразу выпадает первым событием. Возможно, с утра вы где-то бросите якорь надолго. Удача. Ну да, видите, событий нет. Вот два ряда, ничего не совпало. Обычно так и бывает. Вокруг якоря ряда ничего не происходит. Удача, деньги. Разочарование, печаль. Тоже не очень хорошее сочетание, да, то есть деньги и разочарование. Подарок. Подарок, деловой разговор. Ножницы, решение вопросов. Яблоко нельзя. Но здесь я не вижу. Значит, смотрите, первое, да, то есть по якорю показывает, что с утра, скорее всего, ничего происходить не будет. Да, то есть что-то вас будет где-то держать там дома или на работе. То есть нет движения. Дальше, да, то есть все движение начинается со второй половины дня и вечер, скорее всего. Здесь карты показали, что может быть деловой разговор, общение, удача к вам поворачивается лицом. У вас может решиться какой-то вопрос. Вы можете получить подарок. И может быть финансовые поступления, либо какие-то расходы, траты. То есть по деньгам может быть и так, и так. И из минуса еще может быть разочарование. То есть вы чем-то можете быть разочарованы. Хотя тут вот как бы непонятно. Подарки, деньги. Может быть, конечно, какие-то непредвиденные расходы вас расстроят, как вариант. Ну, тут, в принципе, что угодно может быть. Так что вот такой вот день. То есть много хороших событий, но есть, видите, и предупреждение для вас. Благодарю за внимание.
перехожу дальше к девам. Сейчас посмотрим, что у дев. Двадцать 23 августа. События дня. Будильник у вас выпадает первое событие. Будильник показывает, что этот день, возможно, у вас будет распланирован по времени как-то. И что-то может сдвигаться, меняться. То есть вы где-то можете не успевать. Скользкое дело, рыба. Предупреждение. Деловая встреча. Вот, возможно, смотрите на встрече, да, то есть получите какое-то скользкое предложение, потом будьте очень осторожны, чтобы вас не заманили в какие-то сети. Успех нельзя. Роза, свидание. Да, то есть если это деловая встреча, то это приятная встреча. Так, здесь нет. Смотрим, значит, что получилось у вас. 4 события. Первое показывает, в принципе, если мы видим, да, то есть будет какая-то приятная встреча деловая, то есть, возможно, как-то день действительно распланирован, но будильник подсказывает вам, что вы должны заранее, да, то есть выходить на эти встречи, потому что, допустим, в дороге может что-то происходить, и вы можете опаздывать. Поэтому правильно рассчитывайте время. Дальше. Деловая встреча. Затем какое-то скользкое предложение, будьте осторожны, не попадитесь на чью-то удочку. И приятная встреча, свидание. То есть, в принципе, 2 события хороших, 2 предупреждения для вас на этот день. Ну, у вас, в принципе, начинается такой период, да, то есть начинаются ваши дни рождения. И сейчас вот будет сложный. Особенно вот вы можете даже посчитать время. От вашего дня рождения 9 дней до и 9 дней после, вот эти 18 дней, они будут самые такие сложные. Самые сложные в году. Поэтому, вот видите, уже по прогнозам начинают появляться вот эти все рыбы, время, обманы и все остальное. Так что, ну, ничего, да, то есть этот период пройдет и наступит хороший. Благодарю за внимание, девы. Перехожу дальше к весам, и знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставила, как всегда, внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, встретимся во второй части.